Добрый день. Меня зовут Москалева Анастасия. Я ученица 11 класса школы номер 35 города Воркуты. Свою работу я посвятила святейшему патриарху Пимену. Мой выбор не случайен. Великая Отечественная война. Мой родной город Воркута. Моя прабабушка Герасимова Любовь Ивановна. Патриарх Пимен. В это трудно поверить, но между всеми этими названиями и именами есть связь. Все мы знаем, что совсем скоро наша страна будет отмечать 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но рядом с этим юбилеем находится еще одно очень важное для православной России событие. 10 июля исполняется 110 лет со дня рождения святейшего патриарха Пимена. Его жизнь большей частью пришлась на период ожесточенной борьбы власти с церковью, а его патриаршество с 1971 по 90 год для Русской Православной Церкви знаменовало начало возрождения православия в России. В судьбе патриарха, как и в судьбах всего поколения начала XX века, война осталась незаживающей раной. Страшное испытание разделило жизнь целого народа на до и после. И поворот биографии, который произошел с Пименом в годы войны, был удивителен, но отчасти закономерен. Молодой иеромонах становится боевым офицером. Закономерным можно считать это превращение, потому что данный пример не был единственным. Несмотря на то, что каноны запрещают священнослужителям нести воинскую службу, история церкви знает множество примеров, когда человек с крестом становился в воинский строй, начиная с монахов-воинов Пересвета и Ослябя. Еще одним примером в этом ряду и стал Сергей Михайлович Извеков, иеромонах Пимен, будущий патриарх всея Руси. В 15 лет он принимает иноческий постриг. В 17 лет инок Платон был пострижен в мантию с наречением имени Пимен в честь преподобного Пимена Великого. Принимая монашество, юноша отчетливо понимал, что уготавливает себе нелегкий путь. Гонения на церковь только набирали обороты. Борьба с духовенством достигла своего пика. Сотни священнослужителей слагали себя сан, желая выжить. Однако страх за свою жизнь и будущую судьбу не смог остановить патриарха в его желании полностью посвятить свою жизнь служению Богу. Пимен достойно прошел все испытания, выпавшие на его долю. Арест в 1932 году, двухлетнюю армейскую службу, новый арест в кровавом 1937 году с двухлетней каторгой на строительстве канала Москва-Волга, среднеазиатскую ссылку. Накануне войны иеромонах Пимен успел закончить только первый курс литературного факультета вечернего пединститута. 10 августа 1941 года он был призван на военную службу в ряды Красной армии. Военная специальность, полученная еще до войны, а также гибель кадрового офицерства в первые месяцы войны способствовали быстрому присвоению офицерского звания. Зимой 1942 года его назначают командиром пулеметного взвода, но в силу образованности его оставляют в тылу. Он служит помощником начальника по штабу 519-го стрелкового полка, который находится в резерве ставки Верховного главнокомандующего. Боевое крещение Сергей Извеков принимает в мае 1942 года на Южном фронте в ходе печально известной Харьковской операции, потери которой составили свыше 270 тысяч человек. Спасение молодого лейтенанта Извекова от гибели в тех страшных боях было ничем иным, как чудом. В рассказах людей, знавших патриарха Пимена, сохранилось несколько свидетельств о том времени. Адриан Егоров, известный пианист, пересказывал слышанную им от патриарха Пимена такую историю. Однажды ему поручили доставить командованию пакет с донесением. Помолился, перекрестился и сел в седло. Лошадь звали Судьба. Как рассказывал потом патриарх Пимен, напустил он поводья и тронулся в путь. Дорога лежала через лес. Благополучно прибыл в часть и вручил пакет. Его спрашивают: «Откуда прибыл?» А он в ответ показывает рукой направление. «Нет», — говорят ему, — «оттуда невозможно приехать, там все заминировано». В июле 1942 года Сергей Извеков получает контузию в течение нескольких месяцев лечится в госпитале. Весной 1943 года он в звании старшего лейтенанта снова оказывается на фронте. Здесь случается вторая контузия, последствия которой потом долго давали о себе знать болями в спине. Позднее он становится адъютантом командира дивизии 7-й гвардейской армии. В августе 1943 года армия в составе Воронежского фронта переходит в наступление, но после завершения операции по взятию Харькова в списках личного состава старшего лейтенанта Извекова уже нет. Его посчитали погибшим. Однако Пимен был жив, хотя его военное командование и не знало об этом. Он был направлен в госпиталь в Москву, где проходил лечение после ранения. В сентябре 1943 года происходит памятная встреча Сталина с иерархами церкви. Епископов, священников, монахов, а также других близких к церкви людей стали выпускать из лагерей и отзывать фронтов.
В это число и попал иеромонах Пимен, выживший в боях под Харьковом. Но по каким-то неизвестным причинам Сергей Извеков был арестован в Москве как самовольно покинувший часть. Понятно, что никаким дезертиром он не был, но 15 января 1945 года военный трибунал Московского гарнизона выносит приговор – 10 лет лагерей. Иеромонах Пимен был доставлен по этапу в Воркутлак 4 марта 1945 года. Условия воркутинского лагеря были очень жестокими. Суровые морозы, отсутствие санитарных условий нормальной пищи обрекали на смерть большинство заключенных. Пимену не раз приходилось смотреть в глаза смерти, и каждый раз только молитва и упование на Бога побеждали страх. В лагере Пимен работал санинструктором. Протоиерей Тихон, отбывающий здесь срок, оставил воспоминания: «Иду из кладбища. Смотрю, на конюшне дым из трубы идет. Значит, думаю, кто-то есть внутри. Захожу в конюшню, и на постели вижу, лежит жеребенок, покрытый одеялом, только головка выглядывает. Я подошел, погладил. Осмотрел я келью и думаю, здесь живет непростой человек. Обогрелся я у печки, и через некоторое время входит молодой человек высокого роста. Я ему говорю: «Почему у вас жеребенок в постели лежит?» А он отвечает: «Это сиротинка. Его мама сломала ногу на вывозе леса, ее по лагерному обычаю зарезали и по 10 грамм мяса раздали заключенным. Та живучая ждала жеребенка. Я пожалел его и взял на воспитание». «Вижу, непростой вы человек», — говорю ему. «Да, я иеромонах». В это же время в Воркутлаге находилась моя прабабушка, Герасимова Любовь Ивановна, которую осенью 1945 года амнистировали, позже реабилитировали. 18 сентября 1945 года иеромонах Пимен был освобожден по амнистии для участника войны. Если бы не освобождение, Пимен умер бы в лагере. Оказалось, что он был болен туберкулезом позвоночника. Впоследствии Сергея Михайловича Извекова были сняты все обвинения. Ему вернули воинское звание, и он получил документы ветерана войны. Пимен прошел достойно все испытания, отпущенные ему судьбой, оставшись верным своей вере, долгу церковного служения. В том числе и поэтому на поместном сборе Русской Православной Церкви 2 июня 1971 года митрополит Пимен был единодушно избран 14-м патриархом Московским и всея Руси. Спасибо за внимание.